Як показує статистика, на території Брестської області павялічилася кількість дорожньо-транспортних здарень з уділом пішоходів. Усього з початку року їх відбулося вже 35, у виніку яких 6 чоловік загинули, 30 отримали травми різної ступені тяжкості. У 10 випадках винуватими були піші удільники дорожнього руху. Перед пересечением проезжей части необходимо убеждаться в безопасности своего перехода, ну а водители транспортных средств должны помнить, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу скорость движения должна быть минимальная, чтобы в случае появления пешехода была возможность остановиться и предоставить преимущество в движении пешеходам. Часцей за усю дорожньо-транспортне здарення відбуваються на нерегулюваних пішохідних переходах. Вось менавіта яны і сталі аб'ектам асаблівай уваги супрацоўнікаў ДАІ і валанцёраў маладзёжных атрадаў аховы правапарадку. Разам яны нясуць дзяжурства і дапамагаюць пешаходам у перасячэнні праезнай часткі. Работаем уже сколько получается? С прошлой пятницы работаем. То есть вот если брать по времени, ГАИ работает с утра, в основную нагрузку, когда дети идут в школы, в основном это около, грубо говоря, около учреждения образования. А мы стараемся уже с 5 до 7 помогать, грубо говоря, детям и ГАИ для того, чтобы они могли уже более спокойно свои дела какие-то делать. Не первый раз мы так помогаем ГАИ, было и в 2019 году, ближе к декабрю, то есть в середине декабря. Люди, получается, ну где есть манишки, мы стараемся их, конечно, обозначить, где нету, мы используем удостоверение, как у нас есть. Водители часто по-разному реагируют, иногда они не понимают, кто это, останавливается. Но на самом деле самое главное это что? Чтобы человек увидел, что я стою, и что у меня какой-то есть опознавательный знак, и он остановился, как минимум задумался, что это такое, кто это, что это за человек стоит. Гэтая сумесная акцыя не разовая. Практыка яе правядзення будзе прадоўжана і далей, і не толькі ў абласным цэнтры. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».